В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ситуация остается напряженной. За сутки коронавирус в Якутии выявили у более чем 50 человек. Нюрнбергская больница получила новое медицинское оборудование для борьбы с COVID-19. Компания CBM готовится к продажам бриллиантов на экспорт. Полностью обеспечить россиян вакциной от коронавируса планируют за год. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщал, что вакцину от COVID-19 первыми получат медицинские работники и учителя. Гинзбург отметил, что количество доз препарата будет достаточным, чтобы обеспечить первых получателей. Он также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно. Между тем, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутии остается напряженной. За сутки COVID-19 заболели еще 55 человек. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. География следующая. 37 случаев в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском районе, по 4 в Татинском и Чурапчинском, по 2 в Алданском и Верхоянском, 1 в Нюрбинском. В Якутске начинают работать фитнес-клубы. Напомним, в регионе режим ограничительных мер власти продлили до 28 августа. Тем не менее, людям разрешили тренироваться на стадионах, фитнес-клубах, тренажерных залах, а также на спортивных площадках. Главное – соблюдать социальную дистанцию. Безопасно ли посещение этих мест и как работали фитнес-клубы до открытия? В материале Саргаланы Неустроевой. Ждать открытия фитнес-залов пришлось очень долго, более 4 месяцев. За это время предприниматели стали практически первооткрывателями в сфере онлайн-фитнеса. Пока для одних предприятий ограничительный режим стал приговором, другие восприняли самоизоляцию как дополнительный стимул к развитию. В сфере фитнеса Гаврил Винокуров уже 5 лет. За эти годы удалось не только выработать собственную методику занятий, но и сформировать доверие клиентов. Кайфуем от тренировки, девочки. Один шаг для себя. Сразу двумя руками, без нахист. Чуть-чуть усложняем. За счет нагрузки мы развиваемся. На этих кадрах запечатлен фрагмент так называемой онлайн-тренировки в сфере фитнеса, ставшей популярной за время самоизоляции. Цена за один такой сеанс справедливо дешевле, чем в зале. Но главное – это сохранение контакта с тренером и выработанного режима. Надо быть гибкими во время коронавируса, во время таких моментов. Надо работать, надо найти выходы. И мы нашли выход. Это онлайн-тренировки. Мы тренируем через наших клиентов через Zoom приложение. У нас есть общий чат, где у нас идет поддержка, а также мы начали арендовать наши сайклы. Держаться на плаву предпринимателям также помогла и государственная субсидия. Помимо выплат, внезапно обрело популярность и платное фитнес-приложение с индивидуально разработанными программами. И все же открытие зала сотрудники фитнес-клубов ждали с нетерпением. Мы каждый раз ждали, когда нас откроют. Открыли все торговые центры, всякие магазины. И до последнего мы ждали, когда откроемся. Мы оставались, фитнес-центры, залы, кинотеатры оставались до последнего закрытыми. И сейчас мы очень рады, что начинаем работу, подготавливаем наши залы. И уже с 17 августа мы ждем всех наших клиентов. Разумеется, ограничительный режим наложит свой отпечаток на работу подобных заведений, и о полноценном возврате к обыденной жизни речь пока не идет. Например, раньше этот зал был рассчитан для тренировок одновременно 2 групп по 14 человек. Сейчас же это количество значительно сократилось. Соблюдение социальной дистанции не единственное условие работы фитнес-клубов и спортзалов. Здесь все по уже привычному стандарту. Все требования, да, это начиная, допустим, от площади залов для занятий спортом, наличие бесконтактных термометров, это значит обязательное проведение уборки, генеральной уборки, это обязательное проведение дезинфекции после каждой тренировки, после каждого занятия, дезинфекции инвентаря, тренажеров, да, это обязательное наличие СИЗов, масок, перчаток у персонала.
Вот мы и преодолели еще один шаг к полному снятию ограничительных мер. И все же это не значит, что теперь посещение общественных мест абсолютно безопасно. Здесь уже каждый должен нести ответственность не только за себя, но и за своих близких. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом получила Нерюнгринская центральная районная больница. В Минучреждение поступило 62 единицы новой техники. Это аппараты ИВЛ, рентгенодиагностический комплекс, система централизованного снабжения медицинскими газами, фибробронхоскоп и другое. Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс стоимостью почти 22 миллиона рублей уже доставлен в больницу. И на днях начнется установка оборудования. Комплекс выполняет полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Широкий выбор анатомических программ позволит медперсоналу эффективно выполнять задачи. Поставляемое медицинское оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, что позволит сократить сроки пребывания, снизить заболеваемость и снизить смертность населения от данной инфекции. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики. Церемония подписания документа прошла в селе Оленек. Стратегия развития арктической зоны на период до 2035 года нацелена на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. Юрий Осипов продолжит. Часто молодежь не хочет оставаться на селе, тем более на севере. Эта проблема объединяет все небольшие поселки. Но сегодня из этого правила все больше исключений. Алексей после окончания учебы в Якутске сразу вернулся в родной Оленек и с 2017 года работает здесь специалистом социальной защиты. Живут моя семья, я здесь родился, и я горжусь своим народом. И усиленно прилагаю все мои силы, чтобы мой Оленек, наш Оленек, он развивался. И это сказано тем, что здесь, несмотря на то, что есть определенный кадровый голод, но если постараться, если найти хорошие пути, то можно найти хорошую работу, которая очень даже хорошо оплачивается. Традиционная отрасль Оленекского района – оленеводство. Сегодня количество оленей здесь составляет более 4,5 тысяч и ежегодно неуклонно растет. При этом местные оленеводы стараются следить и за сохранением древних традиций ремесла. Традиционное ведение оленеводства очень хорошо сохранено в нашем районе. Несмотря на то, что мы их обеспечиваем техникой, мы все равно, как и в былые времена, умеем обучать верховых оленей. Мы все традиции, которые нам были переданы от наших старших братьев и отцов, мы все это сохранили. У нас есть кочевая школа, у нас был открыт кочевой детский сад. Поэтому женщины, которые работают в оленеводстве, они с радостью и удовольствием уводят своих детей кочуют вместе со своими детьми. Здесь также идет быстрыми темпами социально-экономическое развитие. В Оленекском районе активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья. Также ведется строительство новых социальных объектов – электростанции, котельной, детского сада. Известно, что вот Верхнемунское месторождение, алмазы, также там Торское месторождение. Вот это все наше будущее. Мы стараемся обучать нашу молодежь промышленности. И Александр Иванов ставил задачу, чтобы нашей молодежи больше было в промышленных предприятиях, чтобы они обучались промышленным специальностям. Развитие Оленекского района и всей арктической территории Якутии получило новый импульс. В селе Оленек глава региона Айсен Николаев подписал стратегию социально-экономического развития Арктики. Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. Основными приоритетами стратегии развития Арктики станут социальное, промышленное, транзитное, экологическое и инновационное направление. Документ станет основой для проведения единой государственной политики в Якутской Арктике, площадь которой составляет больше половины всей территории республики. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной, газовой промышленности. При всем при этом мы
должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. В документе арктические районы разделены по бассейновому принципу на Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую и Колымскую группы улусов. Оленёкский район входит в Анабарскую группу и вместе с ней является лидером среди арктических районов по показателям социально-экономического развития. Именно эта группа станет пионером, который позволит прогнозировать возможности и угрозы для других 4 групп. Юрий Осипов, Оленёкский район. ТОР Якутия начнет экспортировать бриллианты. В рамках второй очереди компания SABM планирует построить выставочный комплекс и приступить к оптовым и розничным продажам. Компания запустила первый этап ювелирно-гранильного кластера в прошлом году. Строительство объектов второй очереди начнется в 2024 году. Планируется построить административно-производственные здания ювелирных и алмазогранильных предприятий, создать гемологическую лабораторию, криохранилище для ископаемых мамонтовой фауны и центр обработки мамонтовой кости. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко оценил ход строительства детских садов и школ в Якутске. Он отметил, что возведение новых объектов необходимо начать одновременно с корректировкой проектной документации, чтобы не отставать от графика и успешно пройти повторную госэкспертизу. Андрей Тарасенко при осмотре строящегося трехэтажного пристроя к школе номер 31 отметил недостаточное количество рабочей силы для имеющегося объема работ. Подрядчики сообщают, что есть риск не уложиться в срок из-за неучтенных работ по благоустройству. Андрей Тарасенко поручил министру строительства региона проконтролировать завершение работ. Массовые мероприятия в российских школах будут запрещены до 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. При этом День знаний пройдет в очном формате. Министр отметил, что сейчас по всей стране идет подготовка к новому учебному году. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о санитарно-эпидемиологических правилах по работе образовательных организаций в условиях коронавируса. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп и классов. Синоптики прогнозируют заморозки на территории Якутии в ближайшие сутки. На западе Вилюйской группы районов и западе центральных районов региона ожидаются температуры от 0 до -2 градусов. В выходные на севере и западе республики небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром местами с мокрым снегом. В южных районах кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Температура ночью до +8 градусов, в низинах до -2, в северной части до -7. На этом все. Оставайтесь с нами.